Хорош. Ассаламу алейкум, Сюрдикёль. Тахан война. Так, мечаю звук. Тахан война. Тай итол. Марчи эзер тай прыол шуду. Шуц уарти Аслану. Канал YouTube тя реалити и канал TikTok Аслан Арцуев. وين وليت ساعة 8 برلين رخينسيالا ساعة يودح قنوي جخر غال رخينسا وين يودح قنسا دحقن سو بيرقل ساعة شي ساعة رازنيتي الله تقويسن ساعة دلختي تقويسن ساعة 8 مسيرة شمارنا شقوبل دول غاسقي محتاج دوس فندلش غاسقي محتاج لان دقو نخشي بوتش بوصل نام غدنيان جا غاسقي محتاج Сундейла, я всех поздравляю с окончанием священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний примет наши труды, наши усилия, наши молитвы. Пусть Он бережет нас от всего плохого, чтобы, дай Бог, чтобы нам всем Он даровал благоденствие, здоровье, счастье, чтобы сердца наши были наполнены добротой, любовью, взаимовыручкой, взаимоподдержкой. Желаю всего самого хорошего. Друзья, сегодня стрим у меня на чеченском языке, поэтому я продолжу его на чеченском языке. Завтра постараюсь провести на русском, но пока сегодня на чеченском. Так. Ну, дадуй лущаха, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Долхалдаузи Тердуас. Селан цабай цаизер уарбай шоу мюжги вини лазини у перемири юит вам даболш буйбош шумшдица хазнех санджот вам будабюч Украина. Даяган сутки ага цаизер прибай ит мюжги 1510 мюжги вини лазвини у царях эзерви лазину приблизительно эльч. Прибая вину. Ей танк юрина, боевой бронированный машин юрин, шоу ялит артиллерийский систем юрин, ши РСО, цабай цайт БПЛА, цабай ит автомобильной техник цистерны. Слава Украине, слава ЗСУ, великой непобедимой армии ЗСУ. Байрам Карим, спасибо всех, друзья, поздравляю вас с праздником, с Рамаданом, окончанием Рамадана. Что, what do you think about the Kurds? Good respect, Kurdish, the Kurds, respect. Я вот что думаю про курдов. Так, муфти читал муслимам с крестами на груди. Ну, это да, Шамиль, это поздравляю, Шамиль, тебя тоже, если ты мусульманин, поздравляю тебя тоже с окончанием священного месяца Рамадан. Большой big respect for your brother. Thank you very much. Так, only Чечениsch sprechen или speak. Only Чечениsch speak. Добрый вечер, добрый дух. Добрый вечер, уважаемый. Шалом алейкум, дорогой. Ам Израиль хай. Так, дальше. Худуй царой. Так. Вайсагат дара нохче. Вайсагат дара туам сацбинчу да Украине. Сацба реч цабанаш дуца лилдеш. Я соцербу яки чоцуна эскалация хирио. Вайла
إيش كوكازي حبال بري تسار وين إيش ويق قيرمش إيدو قويتسنا إيش بو что эскер ишел бандит тецера وين كوكازي حبالنا وين كوكازي новый туамбах кел туамбах хунт элча о запада Америки цу кавказец бал болчунах терду вайн магар арменец дега грузец дега азербайджанец дега тах вой кавказ дега в целом Кавказ хаяча. Так цен дуалуя расқш лил дешду иштум лил дирду алла қирамбу. Так вайц ахпитан тасрияч алгаша нохчан юга ахига расқш юга хин сюлшани нохчан юга питан дарияч қахюикш бу хал аухос кирайвана харда дизи юга вайнтига Палестина сектор Газа 2-0 سيكتر غازا سن إشاول تيجر ويدول تيراريستا تيرجر قالنا حق بالن تيرجر قالنا تشي دبغيتن خزر كوكازي دبغيتن سولي نوشموات بيترش غلغا قبول بوصل نابوي كوكازي إيش تو فلسطينيا تو سيكتر غازا خيلشوخ تردو بيرجلتها سو نو حقاريا تخيليشيات سو در سيري يغيتر تسار تحتيجا يغيد إماسو تيراريستيكي إسلامسكي جروبيروك شوقي شيء بوصل نابو بوش بولناخ يقابويش إشتي بوالبو تربيش إش يقا أرى بختان تا поселок يش تا ميكرورайон يش تا خمدو بو تر دولش تندلا نوي أتون سجات دوا تر وين إسكرشو دالنا إيشايل убийца и бюхом وين شو يعلن страны Балтии قيچومان سجات دو شين شو بالبان سجات تش بوش سون إش ستان شو بالر بو التخيط سون إش und الجنات غلط غاسقي بكا بحر بو التخيط سون но قاريازن قيرستاتيا دويتشه ويلي دايو из Йотюрас даюшун шунхайт. Страны Балтии видят угрозу своей безопасности после перемирия в Украине. Они опасаются, что Москва, воспользовавшись им, ускорит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО. Пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на заявление министров обороны Эстонии и Литвы. Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы, сказал изданию министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Его литовская коллега Довиле Шакалене также призвала не лгать себе, что Россия закончит после Украины. У них уже есть огромная, обученная на поле боя армия, которая станет еще больше, пояснила Шакалене. По мнению Певкура, из 600 тысяч российских солдат, которые сейчас находятся в Украине, 300 тысяч, вероятно, будут передислоцированы, а не вернутся в Россию, чтобы собирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата в армии примерно в 5-10 раз больше, пояснил министр. Оба министра также предостерегли от передислокации войск НАТО из их стран для формирования миротворческого контингента в Украине. دي بارمك إيش تسوء دي بارمك تانا دوزي دايت بارمك قدا مك أما وين تبالو مك تسونا ويا كيش غلا ديس لردلا ديز نو وي كرا دقوم دات مدار أجدوي نو ميشر وين زيخل مك ميشر وين حتوخشك حيامك تيجر خيش ميلا لردل أتخي دقوين да лучшим на лардуэлх нохчигам. Юга поздравление президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Ешлясун с праздником Ид-аль-Фитр. Аят Идигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, цюнь страницы президиумные обращения, поздравления, шаскримата, раскримата даюшун. Поздравление президиума правительства Facebook страницы Айвар Аяды. Цейра сайт официального президиума сайт Айвар поздравления. Поздравление президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия с праздником Ид-аль-Фитр. Дорогие соотечественники, поздравляю вас с праздником Ид-аль-Фитр и желаем вам всем свободы, здоровья и благополучия. Мы взываем к милости Аллаха для чеченского народа в его справедливой борьбе против оккупантов и лучшей доли для наших сестер и братьев.
кто уже ушел от нас в мир иной, отдав свою жизнь в сражении против России. Мы выражаем тревогу за судьбу наших людей, находящихся под гнетом оккупационного режима. В это благословенное время мусульмане всего мира помогают страждущим и обездоленным. Они молятся за спасение заблудших душ. Ведь только искренние наши намерения и благие дела выведут нас на новый уровень сознания, что сделает нашу жизнь чище и светлее. Везачу дал дек алдойль вайкам. Марах наш сила аулдал обал дойль. Хаган халва наш мели язюэль. Тиочхена мара наш каба дала мокшала лойль вайн массарна. Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, 30 марта 2025 года. Так. Сақадыр оказа Амстердаме Нидерландшуш, Голландии олсуна Нидерландшуш почалк. Столица Амстердаме. Нападавший с ножом в Амстердаме оказался уроженцем Украины. Полиция Нидерландов идентифицировала подозреваемого в ножевой атаке 27 марта на площади Дам в центре Амстердама, в результате которой пострадали 5 человек. Это 30-летний мужчина с украинским гражданством, уроженец Донецкой области, заявили в правоохранительных органах. Издание The Telegraph пишет, что подозреваемого зовут Роман Д. Агентство ДПА сообщает, что у мужчины было несколько удостоверений личности на разные имена. 1 апреля подозреваемый предстанет перед муниципальным судьей окружного суда Амстердама, который примет решение о возможном продлении срока предварительного заключения. Сейчас он находится в больнице при тюрьме Схевингене. Этот человек сам получил ранение и после того, как нанес 5 людям ножевые ранения, и был задержан. И я хочу сказать, что случай откровенно, открыто демонстрирует нам, что религия является лишь прикрытием. Люди, которые находятся в психологически подавленном состоянии, которые перенесли стресс, которые перенесли трагические какие-нибудь события, люди, которые легко внушаемы, им есть специальная методика программирования у российских спецслужб, наверное, не только у российских, но я знаю по тому, что над чеченским народом этот опыт десятилетиями русские спецслужбы, ФСБ, ГРУ продолжают. И мы постоянно кричим об этом. Мы постоянно говорим о том, что за этим всегда торчат длинные уши ФСБ. И сейчас мы видим, что гражданин Украины, возможно, кого-то потерял на войне, возможно, просто психологически неустойчивый, неуравновешенный человек, возможно, наркоманом может быть такой человек, на которого оказывает влияние, и вот он совершает вот эти нападения. И это не назовется терактом. Но если это будет мусульманин, это уже на идеологической основе. Так вот, я, мусульманин, говорю, что у нас нету идеологии воевать со всем миром. Понимаете? Ни с христианами, ни с иудеями, ни с буддистами, ни с атеистами. Ни с кем мы не воюем. Мы воюем только защищаясь на своей территории от оккупанта, которого весь мир боится. В конце концов, можно же в конце концов начать говорить правду. Можно же в конце концов начать говорить честно, истину, а не притягивать за уши, потому что это для политически кому-то сейчас это выгодно или удобно. Вот живой пример. Человек не мусульманин. Вот был наезд, тоже в Германии был, в Европе тоже, но в Германии был наезд на ярмарку рождественскую. Человек из Саудовской Аравии. Сразу же начали говорить террорист, терроризм, террорист, там все такое. Выяснилось, что человек не суннит, как было бы удобно, а бывший суннит, бывший шиит,
который отказался вообще от шиизма, от ислама, от своей религии и был противником вообще ислама и религии. Понимаете? И вот такие люди, неустойчивые люди, которые с одной религии в другую, там где-то запутавшиеся люди, вот на них оказывают это влияние и через них действуют вот такими вот методами. Потом убрали, что он террорист, сказали психически неуравновешен. Ну, понятно, любой нормальный человек не сможет задавить людей, которые просто мирно вышли где-то на Рождество или на какую-то ярмарку. Был 2017, да, по-моему, это был год, или 2019, могу сейчас ошибаться. Была взорвана футбольная команда Дортмунд-Боруссия здесь. Я немножко по-русски скажу и потом перейду на чеченский язык. Была взорвана футбольная команда Дортмунд-Боруссия. Так вот, вот эта футбольная команда была взорвана русским террористом Сергеем В. Перед тем, как задержали Сергея Винергольд, его фамилия потом озвучивалась уже на суде, был задержан иракец, которого заподозрили в том, что он связан с ИГИЛ и что это он совершил. И сразу первое дело возбудили дело по статье терроризм. Потом, когда задержали Сергея, статью переквалифицировали на попытку массового убийства, или там, как-то она называлась, там несколько, по-моему, было статей. Но сама статья терроризм исчезла из фабулы уголовного дела. Я понимаю, если бы реально это были бы террористы, реально это были бы люди, которые настроены на идеологическое изменение строя, изменение Германии, изменение мира. Но на самом деле это все фейк. Нету, да, может какие-то отдельные там фанатики, отдельные какие-нибудь там романтики в этом присутствуют. Но вся эта система архитектором международного исламского терроризма является ФСБ. Я это ответственно уже много-много времени заявляю. Является Россия архитектором международного исламского терроризма, являются российские спецслужбы ФСБ и их вооруженные силы в лице Главного управления Генерального штаба. Раньше это называлось ГРУ. Вот кто является. Почему, когда 7 октября 2023 года совершается акт геноцида еврейского народа, убивается 1200 человек, да, евреи некоторые говорят об этом, политики об этом, большие политики об этом говорят, что за этим стоят русские, Россия, на день рождения Путина, не случайно это было сделано. Ну и только лишь Россия и ФСБ были заинтересованы отвлечением внимания от войны в Украине, чтобы разжечь мировой пожар революции, который нам всем вместе приходится тушить, сбивать эту волну, объяснять людям, доказывать, что нет, ни в коем случае, ни в коем случае, это провокация российских спецслужб, не участвуйте, ни в коем случае. Почему мир об этом не говорит? Почему об этом евреи говорят, почему об этом я говорю, почему об этом некоторые отдельные люди говорят. Но в целом все журналисты, все об этом не говорят, что за этим стоит Россия. Это нам нужно знать. Если мы не будем искать первопричину всех проблем, мы никогда не искореним проблему. Мы будем обезвреживать террористов, психически нездоровых людей, там разных сумасшедших, наркоманов и так далее. Или просто реально там может быть абсолютно здоровый психологический человек, но он перенес стресс. Его в этот момент ловят. Я просто знаю, как это они делают. У вас погибла мама, у вас погиб брат, сестра, жена, дети, там родственники, еще что-то произошло. Вы сами получили какой-то большой сильный стресс. В этот момент вам появляется друг, который вам помогает, который заботится, который полностью, но он идейный. И вот, и потом 10 друзей, он вас приводит в компанию, группу вводит, где 10 таких же. Ну все они агенты. А вы жертва, вот этот человек жертва. Его обрабатывают, пичкают иногда чем-то. Понимаете? Героином, вот разные там исламские террористы, там разные говорят. Так у некоторых героин находили.
Понимаете? Вот как бывает. Что он за исламский радикал, если он употребляет героин? Это наркоман. Никакой идеологии там нет. Если у него есть идеология, то точно там нету ни наркотиков, ни алкоголя и так далее. Вот такие вот вещи, друзья. А где, Дэви? То, что сейчас ножом нападение произошло, это в Амстердаме произошло. Это в Амстердаме. Это уроженец Донецкой области, гражданин Украины, но у него несколько паспортов, говорят. Какие несколько паспортов? Не говорят. Поэтому мы не знаем. Может, российский паспорт, может, здесь делают левые такие паспорта, такие пластиковые, там, фейковые там делают. Может, такие нашли, не знаю. Тоже очень хорошая новость, вот последняя на русском скажу, и потом перейду на чеченский. ФРГ сменила экипаж танкера из теневого флота РФ и взяла под контроль его груз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства финансов Германии. Речь идет о нефтяном танкере «Эвентин» под флагом Панамы, конфискованном в марте таможней ФРГ. Федеральное правительство получило право собственности на судно и груз, а после смены экипажа также и фактически контроль над судном и грузом, указывалось в заявлении представителя Минфина ФРГ. Судно перевозило нефть из российского порта Усть-Луга, когда в январе у него произошел отказ двигателя и его отбуксировали к побережью Германии. По данным Der Spiegel, на борту находилось 100 тысяч тонн нефти, а само судно являлось частью теневого флота, с помощью которого Москва обходит западные санкции. Изъятие Эвентин предположительно первый подобный шаг со стороны государства ЕС с февраля 2022 года. Как пишет Der Spiegel, необычно жесткие меры в отношении танкера связаны с тем, что правительство ФРГ решили продемонстрировать России, что Берлин не намерен безучастно наблюдать за транспортировкой российской нефти через Балтийское море в обход санкций. А вы говорите, наша Германия боится русню. Вот, видите, такой шаг, это очень серьезный шаг. Это очень серьезный шаг. Все, переходим на чеченский язык, друзья. Так. Посмотрю, что вы тут мне написали. Так. Что-то я тут... Валейк салам. Дерибас. Какой у вас тейп, говорит. Дэвид Маккол. А с какой целью интересуешься? С какой целью мой тейп тебя интересует? Они проверяют, чеченец я или нет. Эх, если бы вы как меня других проверяли бы, было бы замечательно. Почему только меня вы проверяете? Эти 6 лет я вам как на рентгене себя показал полностью. Да? Что вам еще нужно? Так. Валейк салам, Шамиль. Валейк салам. Как относишься к дагестанцам, говорит. Давай на русском, говорит. Аслан. Я к дагестанцам отношусь как к своим соседям и как к своим братьям. Если они не за Россию. Понимаешь? Дересхуль интегра, дересхуль шудуаль марнаш обал. Войны Киллс. Аслан, это, конечно, прекрасно. ФСБ реально спонсирует все организации террористов, как и Иран.
Но факт в том, что в эти организации массово вступают именно мусульмане, поэтому и хотят убрать миграцию. А, Войне Акилс, я согласен, я не полностью не снимаю ответственности из-за всех мусульман, которые молчат, сидят. Я не снимаю ответственности, хотя я их считаю жертвами жителей сектора Газа. Я с них тоже не снимаю, хотя мне очень их жаль, и я считаю их жертвами. Я также не снимаю ответственности с чеченцев. И именно поэтому я здесь сижу и пытаюсь объяснить людям и своим, и чужим, чтобы понимали, что происходит. Поэтому, да, конечно, ты прав. Но я не сказал, что русские являются непосредственно исполнителями террористических актов. Я сказал, что ФСБ является архитектором исламского, международного исламского терроризма. Понимаешь? Вот в чем вся суть. И их работники являются. А задействовать человека, вот, например, с Украины, особенно с мест боевых действий, где там ты потерял все, потерял родственников, потерял имущество, и депрессия, человек находится в подавленном состоянии, в этот момент у них есть очень много методов по этому. Я просто знаю десятилетиями. 3 десятилетия на моем веку, вот на моей жизни, 3 десятилетия русские именно этим занимаются в отношении нас. И я хочу, чтобы люди это услышали, от меня услышали, от нас услышали, чтобы они знали, что это не мы являемся какими-то там злодеями, которые всех хотят убить, тем более не весь народ, не все мусульмане, а является специальный архитектор международного исламского терроризма, ФСБ и российские спецслужбы, которые умело используют людей. Да, и в этом принимают участие мусульмане. Они погибают чаще всего или попадают в тюрьмы. Это расходный материал. Понимаешь? У меня, знаешь, когда я был, по-русски тоже скажу, когда я был студентом, был такой случай. Преподаватель у нас в университете рассказывал про 2 убийц. Один убийца – это тот, который убил человека, раскаялся, пошел сам в полицию, написал чистосердечное признание и получил свое наказание. Получил свое наказание. Другой убийца убил на кухне бабушку, переступил через нее, подошел к холодильнику, достал яйца из холодильника, пожарил их, сел, покушал на этой кухне эти яйца, помыл посуду, собрал трупик в пакетик, вынес его, убрал все следы преступления и абсолютно не раскаивается. Оба совершили убийство, оба преступника. Кто из них для общества более опасный? Вот я из этого исхожу. Конечно, информационная вся составляющая, чтобы объяснять нашей молодежи, она уничтожена под ноль у нас. Первое, на что русские пошли, это наши информационные каналы и финансовые каналы русские уничтожили во время войны. Ну так все делают. И в итоге мы оказались в информационном капкане, информационных заложниках у русских. И русские нами манипулируют, нас используют. Понимаете? Да, сейчас это у них не так получается, как им бы хотелось бы. Но даже сейчас у них что-то получается. Сейчас, потому что нету никакой работы. Ну зато на радио «Свобода», на «Настоящем времени», на «Голосе Америки». Вся КГБшная агентура, которая, ну якобы она как бы либеральная, якобы она прозападная там, и так далее, она спокойно вещает. И так не сегодня это было. Десятилетиями это продолжается. Понимаете? Десятилетиями. За сравнение фашистской России с террористической Россией тебе бан. Сравнение США с террористической Россией.
Шалом, шалом, Иркин. Им сюк хот хутеп дубош. Аз дерик тукум теп вархида وعولتان. وين ولا وعم أسويلنا يو خواتقس. يو خواتق. كوار دقر يو خواتشج. Кстати, وعويلنا تاق حقوشة ولا حقوي تكروا حيتايب تقام حو قويش ويستغلش. канал هادي اللي بوابا ولو كروا. وعليك السلام. Так, Аслан, я тебя за антисемитизм баню. Так. Понял тебя, Асан, я тоже не снимаю ответственности, это правильно. И да, Россия спонсор терроризма, это факт. Да, это боль, хоть я и христианин, но мара наш обал дуэльха. Дейрес хуйль, массера дуэль мара наш обал, капчан. Капчанца, капчана, по здоровью, цакопш, без нашло. Еще один вопрос тогда, Асан. Ты сказал, что информационной работы нет. Не совсем понял, какой она должна быть и на кого направлена. Работа против терроризма или против российского нарратива? Я сказал, что очень слабо ведется нами информационная работа, и, к большому сожалению, ее практически нет. И работа должна вестись против российских нарративов и против террористов. Вот кто подвержен этой, например, мы не должны их возносить каких-то героев. Мы должны прямо говорить, что он полезный идиот, который наносит вред как себе, своей семье, он сам погибает или с его семьей что-то находится, происходит, с его семья там получает какие-то санкции из-за него. Ну и в целом весь народ, и в целом все мусульмане страдают из-за этого. Вот это нужно сказать. Я не считаю террористами теми, кто воюет на своей земле против русских оккупантов. Но я считаю, что те, кто приезжают в другие страны и там начинают распространять вот эти фашистские нападения, и вот их никак никто не только не должен оправдать или поддержать, наоборот, мы должны осуждать это. И мы этого не делаем, к сожалению. Приходится делать, ну, как будто, с другой стороны, конечно, мы не должны за всех отвечать, мы не несем ответственность, а с другой стороны, мы должны как-то это остановить, потому что мы понимаем, что это делается в первую очередь во вред нам. Ведь все эти террористы больше всего убивают мусульман. И даже когда они здесь в христианских странах, в европейских странах, в светских странах совершают, там тоже погибают мусульмане. В Израиле погибают мусульмане, когда они обстреливают, там убивают людей. Но отделить людей вообще по религиям, убитый хороший ребенок или правильной религии, или неправильной, мне кажется, это неправильно. Все мы созданы Богом, и все мы, нам одна жизнь дарована. Поэтому вот как-то так. Многие говорят, что наоборот одобряют. Но я не думаю, что многие одобряют ОНР. На самом деле я не видел вот из личного общения. В интернете, да, мы увидим. Мы знаем, что здесь в интернете действует огромное количество фабрик троллей. И не только, между прочим, российских. Разные всякие есть. А сейчас искусственным интеллектом вы можете часами разговаривать с искусственным интеллектом и думать, что вы говорите с человеком. Поэтому я не видел одобрения, вот я не видел ни одного случая вот, в Европе, там, за границей России, если произошло какое-то нападение, теракт, что-то такое, чтобы хоть один чеченец это одобрял. Вот из личного опыта, у меня немного, знакомых, общения было, но вот ни одного не встречал. Наоборот, все ужасаются. И первое, что говорят, не дай бог там чеченец окажется. То есть мы не хотим этого, мы хотим от этого отстраниться. А да, в интернете, да, есть разные герои, которые работают на российские спецслужбы, сидят там и пишут. И, конечно, да, есть. Такое имеется.
Смотрите, зашел какой-то чувак, истина одна, который сам спрятался и хочет узнать, мужчина я или нет. Я могу сказать, что мне хватит мужества забанить тебя. Достаточно тебе мое мужество? Мое, если бы ты был бы мужчиной, ты бы не писал бы мне комментарий, мужчина я или нет. Ты бы сидел бы и делал бы ту же информационную работу, которую делаю я. Открыто, с лицом, как положено. А болтать вы все специалисты, да? Не знаю, какое у тебя поколение там, но я тебе скажу, что я с разными поколениями общаюсь. Так, с праздником вам, счастья вам, здоровья, удачи. Огромное вам спасибо за поддержку Израиля. Спасибо, спасибо, спасибо. Тода раба. Валейксалам, Осман. Так, ну теперь точно переходим на чеченский. Ну давайте зачитаю вот этот момент и перейду на чеченский язык. Кавказ – древнейшие и часто использовавшиеся завоевателями геополитические ворота из Азии в Европу и из Европы в Азию. Через эти ворота огнем и мечом проносились все истребляющие орды великих полководцев Кира Персидского, Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана. Через эти ворота двигались скифы, сарматы, хазары, аланы, монголы, татары, арабы, турки, русские, оставляя за собой не только следы своей культуры, но и кровоточащие раны на теле аборигенов. Кавказ – страна, где представлены все мировые религии – христианство, ислам, иудейство, буддизм. Страна, где христианство стало впервые в истории государственной религии еще до Рима, Армения. А магометянство – государственная религия через 7 лет после смерти Магомеда, Азербайджан. Кавказ – страна, где кавказские народы с феодально-аристократической конституцией – армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы, осетины, кабардинцы, черкесы – жили по соседству с такими же кавказскими народами с патриархально-родовой демократией – чеченцы, ингуши. Кавказ – страна, по имени которой антропология назвала белую расу кавказской расой. Абдурахман Автарханов, мемуары. Знаете, в этом тексте, ну, все идеально, как, в принципе, каждое слово, которое писал, говорил Абдурахман Автарханов. Но здесь, когда он говорит о феодально-аристократической конституции, армян, грузин, азербайджанцев, их устройство жизни, он говорит о двух народах – чеченцах и ингушах. Дело в том, что я считаю, что ингуши, как некоторые нам сейчас начинают рассказывать о том, что это ингуши, это часть людей, которая перешла на сторону русских, я не считаю, и вот это опровергает вот то, что это чеченцы, которые перешли на сторону русских. Вот такая вот есть установка. Да, там есть чеченцы, которые перешли на сторону русских и влились в ингушское общество. Но это не все ингуши, и такая легенда идет, что якобы все ингуши это те, которые присягнули России там, и так далее.
Да, есть там такие. Там есть и другие национальности, которые растворились в ингушском обществе. Но это не так процесс этот происходил. Разделение двух народов на чеченский и ингушский, галгаи и нохчи. Не так это происходило. И вот этим своим текстом Абдурахман Авторханов, в принципе, это подтверждает, что не какая-то там 6 каких-то семей, которые присягнули, вот сейчас кадыровцы присягнули, даже весь Тейп Биной, он далеко не прорусский, абсолютно не прорусский. Есть Биной, которые могли бы пользоваться благами от своего успешного родственничка, но они отказываются от этого, чтобы не запятнать себя, не заморать себя. Это только если один Тейп брать. А в Ингушетии ушло несколько там фамилий, которые называют себя там, они якобы присягнули. Я считаю, что вот эта версия, вот этим текстом, она опровергается. Более глубинная причина, которая происходит, да, по причине русских, по причине войн, по причине еще каких-то проблем, но не только из-за этого, я так полагаю. Пойдемте дальше просто. Иум Алерсон, все, идем дальше. Трамп тишину поймал. Мусульман поздравляет, что с войной мирного соглашения походу не будет. Поставка оружия должна делать Америка, если Путин не хочет мира. Элькинс, я считаю, что Трамп тишину не поймал. Мирное соглашение походу будет. Я думаю, что оно будет. Еще у меня есть эта вера. Поставки оружия, я не знаю, сокращает Америка, сократит ли она поставки оружия, или уже там полностью прекратила. Я этих вещей не знаю. Но я знаю, что никто не оставит Украину. Даже если Америка оставит, Европа, Запад не оставит. И мы видим уже, что и король Англии встречается, и премьер-министр, и все наши немецкие встречаются, постоянно работа ведется в этом плане. И знаете, я всего просто говорить, я обещал вам говорить только правду и ничего кроме правды. Я не могу вам говорить всей правды. Вот вам так скажу. Кайбер ниндзя. Сайбер ниндзя. Ниндзя. Продолжайте на русском, пожалуйста. Кебер, мне нужно на чеченском, потому что некоторые чеченцы не говорят на русском языке. Не говорят. И мне нужно, чтобы они меня тоже поняли. Я и так очень много провожу. Хотя в эту неделю у меня не получилось провести стримы. Но я постараюсь завтра обязательно провести стрим. Да, но есть чеченцы, которые не знают русский, да. Биг Бум. Владимир Путин хочет мира с начала АТО 2014 года. Русские, чеченцы все говорят на русском языке. На что тебе ответить? Хочет ли Путин с 2014 года? Конечно, хочет. Он же поэтому Крым захватил, чтобы там мир наступил. Потом Луганск захватил, потом Донецк, потом Киев, потом Бучу захватил. Там тоже он мир хотел. Конечно. Конечно, хочет мир. Как же? Путин только же о мире. Вы же русские вообще не хотите войны. И ваши границы, они ограничены, они все точно известны, какие. Границы заканчиваются, хотя Путин нечаянно сказал, что они не заканчиваются. Конечно, вы же самые добрые, самые миролюбивые, самые неистребляющие. Просто вы сама, как нация, сделаны из завоеванных наций, которых переформатировали, переплавили. У вас нету русских, понимаете? Вы нету такой нации русский. Национальности, этническая принадлежность. Да, сейчас она сформировалась как русский, но ее не было никогда, понимаете? 200 лет вашему языку. 250 максимум. Раньше на староцерковном говорили, потом уже
с этого сложили, сделали русский язык и русский народ. Понимаете? Валейк салам, юзер. Так. Ясно. Спасибо за пасхальное яйцо. Здравствуйте. Шалом алейкум. Израильтянин мне на Рамадан пасхальное яйцо подарил. Спасибо, израильтянин. Так и должно быть. Войнер, Килс, я понимаю, что ты филолог, но я тебе могу сказать, что на старославянском русские говорили на церковнославянском, на России. Может быть, в других местах говорили на старославянском, да, в некоторых местах, может быть, говорили на... Но в общем язык был церковнославянским. Ну да ладно, эта тема другая. Это другая тема. Я не знал, какое это яйцо. Нормально. Все нормально. Спасибо. В любом случае. Ясненько. Пойдемте дальше. Спасибо за поддержку. Слава свободно процветающей части. Спасибо большое. Тода раба. Мелба Дуцарасон. Сейчас проверим. Сообщается, Хуцка Амбубеш Путини лимузин Якитенбог, Москва. Здание ФСБ Юха. Лимузин Аурус Сенат Бошелчин. Сюшча Дукуза Чукисад.
который относится к автопарку Кремля. Информацию о пострадавших пока нет, сообщают СМИ. В Москве взорвался лимузин Путина. Сейчас. В Москве взорвался лимузин, предположительно принадлежавший автопарку Кремля. Взрыв произошел недалеко от штаб-квартиры российских спецслужб. Транспортное средство черный Аурус Сенат стоимостью 330 тысяч евро. Однако, по данным Daily Star Bild, неясно, кто находился в лимузине в момент взрыва. В настоящее время сообщений о жертвах нет. К сожалению, Путин выжил, наверное. Ну так, на всякий вам информация. Assalamu alaikum. Mar obal khilchun. Hag khalo meli yazwel dasta yerkha di marsh يودوغيلوين آمين إسلام آمين وعليكم السلام شو دوي معنا شقوبة شو دوي معنا شقوبة شوندك دوخر دو كديرو إيرداني دعوة غير شو شينتي قاعد كيتش شو بوش أستديتن وإفيدا من سواش ديتس بيل بيل ما سيت بوخت بقوي ديتسن تابوخت شي بوخت تنبويس توچنا هنس كديرو ودغير شو شينتي عمت كيتش نا يقوش دالة بوش تعمش دو ديوش كاد كديرو ودسويتش يعود الخيرور ودا ويز قيلو قيلغر والا ويز سوميلي لندل همشتال سجا يا تاشان سياتق проститутка ساشان سيات إيرداني دعوة والبو ولا خماس ما يرسي يدلوش رمزان خماس يعقروي تيش وين يكيلس حو كيرستو بو يخو خريستيني نو بو هو هاتسي هو اشتا تا тролльш могли хочу ацацка гбшны разные чу боли ишта хом шлил деш хо ишт хуба хандолш حوي خواتش ده تعمو حدين خواتش صاحبي حدين سبالة بات أخا شو أسرازو إسويك حالر هو بعندوش دوقي وياه عادين شو ناشت إيه دريا دوتس دريا هو بشي أو تيك توك شو ولا أصحى هو وقر ورا هو يدخل الترورقص إشتا интересно хитсун شو سندول ناخ داتس إشتا قيلا دولش أنونيمный دولش إيتي يا شو نوخشي ويا يغلغا وديازم نوخشي ماتا يازدوا وينيخ أليو عنيك إشت خوب هندو اشت سرازو اشت حيدين سيوك حديثر اشت الر وشت الر تبيزون بوسال بناخ تبيز اشت تحو نوخشي ولا حيدا نانا ديزيون تاري هو الخيطو шалом, юзер, шалом, все хорошо у меня. Спасибо. Надеюсь, у тебя тоже. Так.
هنسا أقا كوكاس سنتر بوش تا كانال تا سايتيق ودوغوس ليلين هنسا ليلي شوز نوچي قومان تعبايد بنيات إز شي بروباغاندو تا تشياتشي تاقا تانا هنس خجاب تيوغيش أنا أونيرستيتيا ألا كيبريا الموتسون خجاب شيخ شكوليا ويا أونيرستيت هذا بيرجع لك تدوسون تشابول شركة ليلو تريحت الخجاب شو أونيرستيت تحقيقاً وز مشاهد سديش بكرة أتكوكاس سنتر تعبو مو بوسو بسجى خجاب تيوش وهرد وجدر نيس دويس سو كاتيجوريسكي بروتي و خجاب يوري يا ما يوري бош ناري هم با да я так олцаиз потому что преступник ла бешсага маск что юой чу бага шу адамадой خجابه شي يلقى شي ليل ده لوش اغو شي لا اشت يلقى شي لا دوق يلقى شي لا يدوش شي كيبر مايو تير موخ بو تير لات بس Сутя ха цашикуя, что категорически против усуна, что не исцахитым. Но от Кавказ центр уй Исанбол нага, уй бусал нага, фашист буй, террорист буй, бюхум шуйбош. Представлять, дой, так ца волк, кейр пропаганды, ла дюре. От Кавказ центр ха хашчхайна, уй муэттер моду шавол нохчи, шавол жукти вирьерчу. Первыми нападем на кафиров, аль. Первыми в 21 веке нападем на кафиров, бягол удуга уйс. Раск шантица бяганцуа. Кафир шамбацу, шавол бусал боца, гуй цант ила тряшчурар. Ну, ила тарсовнава, ша их амелдин, Дагестанчу, баса иш чубуакшана, их амелдин, ветча Турции да аван цуген дюн да цига ашу. Пластические операции шин, юахицан, чуолар луш, шин валя, шин волцаля. Видишь что? Турецкий спецслужб лария шу бо дудатса цауш что я дуй так мухул истак мухул харнаха шаш كورزا بوغي وي بوسال شناغن دحل شادو الادم دحل دوقي وي واسو كافر شالت ديش دروي يا ماسو امريكان شالت ديش دروي يا اسرائيل عاش بو جيك شالت ديش يا نيم شالت ديش دروي خوز جرماني داخل داتر وين شوي انو غاسقي موستا وروي غاسقي موستا بي غاسقشتن وديش بيش تير تولات عاشبول تير ثاني بين جرزاد ولا وين شو بوخشبول ناخ ايش بوتش قوي موستري باتر تورتي دا بغان تيجر واغوشن هنس اخجاب تيوغيتش بيتان دوديش بيتان شاش ايكورزو دوقي تشيست فاشيزم يوتي ايش مكشدات وشت مكشدات هر مكشدات بوش А потом хаюти туги, аусиш тердеште гол. Я тердеште не истуца бо категорически против усо. Со против выступать дешу, иш твой бусабнах обижать беш, иш ущемлять беш, тер бакунш, хидеча, постоянно соу. С элдиш дег, язда диш дег, дяз деш, олш, волш. А горша питан деш беш бу. А вонак сохульшу. Вож что бусабна бу, вож что бусабна, сагат деш бу, валлахи биллахи бат. شين أخش دوخشبوك شين أخش دوخشبوك حوصل تير شتاش حوصل دواي حوصل على بوليتيكلي ليش أقط أشرع والش موي ودوغا خليلي زكاة خليلي شي شتاش عجاي شي سبستنستي تسينو دداتس جايت شي ماشي نيو جايت شي ميشر دالا ديتي أخشنش ميشر دالا شوني أخشنش ويقام تسير كيرتشاش جيناتسيد حياش خينا شو أقرأ حلو دويلا دوبوش قميل ديش خل دول شو ميشر دالا شو هنسا كيرتشنا تسير شو هنسا دايان إيجاد دول كجيناخ محكري كنتي بويش خينا بقينا بيش كجيناش بويش خينا شو هنسا دايان شو ميشر دويلا مليون شو ميشر دويلا تسينواش شو ميشر دويلا كوارتيش قيوق يا أشدخ ميتك بوتيم خاسون ده совести, чести, юахца юахка. Дер ца возможности ац куюки ахшда. Проблеме оце куюки ацаум дац. Но цаум ду совесть юах уллат ахкам локуза ахч. Совесть юах мелюхка биеца он мелцер ета он алсамлуш ахчом но имрасо. Нин цуахвешит. ونعدنك دوي كيبريا يلقصتي اللي تي خجاب مايو علي شدوق بصوبني مصري
Шудук и бусал диндюч, бусал не мостры, первый шудук. Эмин, дерез хуль, я вас поздравляю, марнаш обал дуэль, цирио, массерешу марнаш обал дуэль. Ишти умшдыч, да, твой ир дошун ночи, вай лидеш душун, матиш каючел, хабарша, малидей твой. Я читал, что когда мусульмане ездили в Византию из халифата, одевались в одежду византийцев, потому что не запрещено одеваться в одежду византийцев. Конечно, не запрещено. Хукамелду запрещено. Дугар, ты думаешь, еще уже, аурат, эльдахчан, там, вай, бусал, дуай ночи, ама, دوتي باشدولش باسكلا غوشيولش يا جايغوش يا شورتك شغن ويم تخيلا دوار عربوشي دوار دات عربوشي شي دوار دو شي условия شي климаты حاجن شي погоды حاجن وي دوار دو وي لمنشكا عشدو وي شيلا خل وي دينا يو خل تسن بيسن شيل خل خزنيسن İştumdu. Nen bet ya. Megerdu. Hainen din duka hayetsek. Mekş do ta problemet, hainen din dil da haba oyol şu, hain lu din lil da haba oyol şu, dal ala jwap dal di швек соват, хау تعاوندات просто чувол сейчас сразу хусуно дохар гушу чувол сейчас дохар селган сомаргин матсуна чувол сейчас сразу со кесту абодел цен нохчи мата язешва и один нахитош и один цеитош и палеч просто и один хватаешь и палеч хватаешь от английский идея я хватаешь один цеитош а вот цен шер нохчи мата он Цундел подозрительных итксун, да, шусандл деятель, да. По их исламу женщина не имеет права учиться в университете. Почему Удугов не говорит об этом? Да. Удугов пока первый кафиршент или толшу пока нового и ряд свой. Удался дуай дать. Voice in the wilderness. Когда мусульмане называют кафирами христиан и евреев, то эти мусульмане плюют на Аллаха, на Ибрагима, Якуба, Мусу, Давида, Дауда, Салмана, на Ису и на Мухаммада. Я зачитал твой комментарий. Так. Бацбит, мот ночи мат тангергер болдер. Чуа ночи мат бюцер духоля. А так я упомянул это просто, чтобы показать, что я уважительно отношусь к мусульманам, несмотря на это. Но айда бусал хельчтаемшин хиддер, неуважительно хельч. Цада нана бусал двоцаш бусал шнеяц. Рилка özda просто бацбити муатти ночи муатти тербуиш дешнеш терду, ама бюч хена غلغة مؤتلة تاع قيت خلوخل إموات например سين بوس تندل شعبي تنير الحون إشت نوحش مؤتا يزدا خوردو التغييت سو عام تبيش نو ميجر دو إز ها بروبليم شو هاي وقدي تاك ويجري تغنى سي
И дидойцы, вы знаете, да, дидойцы, дигорцы, иронцы и дидойцев знаю. Знал. Так, вежери اختي стрим дайер зюа, шун масана дейрес хуйл таган димиоти ириуас, шун масана дейрес хуйл дал мулакана сарах. Может быть, пораньше нугурюшун анонс қиа, асқан ирюшун. Дал дяй бертки вел дал учун налер дуэл ночи гам дала маранаш қобал дуэл қойуа массера дал хайгчан массана меле дулилқис. Шун массан дерес хуйл дал дяй бертки вел адик вел маш ойл шадик ичкерихи ду дал мула.